Да, ну позвольте мне сначала поприветствовать еще раз Александра Григорьевича, Спасибо. поблагодарить за то, что он принял приглашение, приехал в такой день. Как договорились, Да, каждый год. точно, точно. Да, еще в такой день, когда мы вспоминаем о всех воинах, которые положили свою жизнь за Отечество. Именно и у нас это памятная дата, это стало традицией, мы регулярно встречаемся здесь на Валаме, действительно, Александр Григорьевич. И будет возможность, разумеется, как мы договаривались, обсудить наши текущие дела. Правительство работает очень активно. У нас Ваш друг. да, приятель мой идет. У нас уже 50, свыше 50 миллиардов оборот торговый. Это вообще очень хорошее достижение. Проектов много, они причем в таких очень важных перспективных областях. Разумеется, при таком объеме всегда много вопросов возникает. У нас будет возможность эти вопросы все обсудить. В выходные мы положим на алтарь обсуждения. Александр, скажите, что ли, я уже вопросы. Спасибо, Владимир Владимирович, вы очень правильно сказали. Я это подлетал сюда и отмечал, что мы с вами хорошую традицию зародили. Два православных народа, мы как представители каждый год. И этот храм уже как родной. Но вот на подъезде заметили, что смоленский скит это хорошо, но белорусского нет здесь скита. Это наше общее. Да, Заложено в 1914 в 2014 году. Ну и Смоленск Да, рядом да, конечно. практически, поэтому мы тоже подумаем, места тут хватает. Да, это пожалуйста. Построить храмик какой-то, подумаем над этим. Раз уж дорога проложена, сюда много белорусов приезжает. Вера одна, православная наша, поэтому спасибо вам за то, что вы положили хорошую традицию. Хотели спросить у вас про третий раунд переговоров, которые прошли в Стамбуле. Вы не комментировали их. Хотели уточнить, скажите, получим ли ответ от Киева по поводу предложения, которое было озвучено в Стамбуле, о трех группах, которые могли бы действовать в онлайн-режиме? Как вы вообще оцениваете ход переговоров и перспективы? И еще один момент. Недавно, вот буквально на днях, Зеленский сказал, что даже, по-моему, сегодня, о том, что с Россией сейчас не имеет смысла вести переговоры и надо дождаться, когда сменится режим. Ну, в принципе, можно ждать. Если руководство Украины считает, что сейчас не время, а нужно подождать, пожалуйста, мы готовы подождать. Это первое. Второе, все-таки наш политический режим основан на Конституции Российской Федерации и сформирована власть строго в соответствии с основным законом государства. Чего не скажешь об Украине. Сейчас не хочу вдаваться в детали, но сегодняшняя власть, она не основана на украинской конституции. Конституция явно нарушена. Но не хочу вдаваться в эти детали. Что касается переговоров, то переговоры всегда востребованы и всегда важны. Особенно если это стремление к миру. Я оцениваю в целом положительно. Ну а как же можно неположительно оценивать то, что сотни людей возвратились на родину? Это положительно. Мы из гуманитарных соображений, как вы знаете, передали тысячи тел погибших украинских солдат. Получили в ответ несколько десятков наших парней, которые сложили голову за родину. И разве это не положительно? Конечно, это положительный момент. Что касается каких-то разочарований со стороны кого бы то ни было, то все разочарования, они возникают от избыточных ожиданий. Это известное общее правило. Но для того, чтобы подойти к решению вопроса мирным путем, нужно вести обстоятельные разговоры. И не на публике, а это делать нужно спокойно, в тиши переговорного процесса. И именно для этого мы предложили создать три группы, о которых вы упомянули. В целом реакция украинской стороны была позитивной. Мы договорились, что мы можем вести такие переговоры без камеры, без всякого политического треска в спокойном режиме.
и искать компромиссы. Они пока не заработали, эта работа пока не началась, но в целом, повторяю, первая реакция, как нам показалось, украинской стороны была положительной. Поэтому мы рассчитываем на то, что этот процесс будет запущен. Еще вот дополнение вопрос. Скажите, а остались ли в силе те условия долгосрочного перемирия, которые вы озвучили год назад в Минске? Да, эти условия, безусловно, остались прежними. Это же не условия, а цели. Я сформулировал цели России. Но до сих пор, до того момента нам говорили, что непонятно, чего Россия хочет. Вот мы их сформулировали в июне прошлого года на встрече с руководством Министерства иностранных дел Российской Федерации. Там все ясно, но главное – это искоренить причины, породившие этот кризис. Это основное. Ну и, конечно, гуманитарные вопросы безопасности, в широком смысле вопросы безопасности России, ну и той же Украины. Кстати говоря, вот со стороны украинской делегации прозвучала мысль о том, что, наверное, есть смысл говорить о безопасности и России, и Украины в контексте общеевропейской безопасности. Это один из руководителей украинской делегации высказал такое соображение. И в целом мы считаем, что это правильно, мы это разделяем. Вот. И гуманитарный вопрос. Это русский язык, это независимость и достойные условия развития православной церкви, христианской церкви на Украине. Вот все это в совокупности должно быть обсуждено и должно быть положено в основу долгосрочного, длительного, вообще без всяких временных ограничений мира. Уважаемый Александр Григорьевич, Владимир Владимирович, вот не могу не спросить на злобу дня. С Запада постоянные санкции, Евросоюз штампует вот буквально пакет за пакетом, 18-й мы уже насчитали. Вот в этой связи вот как-то будет меняться стратегия союзного государства, как-то будем реагировать и менять вот эту антисанкционную нашу стратегию, которая до этого была? Мы уже все поменяли, что нам нужно было. Если перед нами закрыл кто-то дверь, в мире очень много открытых дверей. И Россия, и Беларусь сегодня сделали очень серьезный разворот. Я думаю, время пройдет. Мир еще оценит то, что сделано нами. Это было просто невозможно представить в начале 20-х годов. Но, тем не менее, сделали, развернули, живем и будем жить. И в нашем мире никому не удастся на колени поставить нас. Мы полны решимости отстоять свои интересы. Ну, а Россия, слушайте, это кладезь полезных ископаемых и технологий. Поэтому нужно время для того, чтобы окончательно и своим сомневающимся, и вокруг доказать, что мы способны на многое. Ну и вчера вы слышали встречу с дипломатом, я сказал, что санкций нет. Нет санкций, и все, нечего про них говорить. Как только начинаем говорить о санкциях, тогда все ссылаются, кто работать не хочет, ссылается на то, что сложно, трудно. Нет, и все. Санкции – это возможности. Поэтому, я думаю, в России точно так еще острее понимая этот вопрос, действует. Мы рядом всегда были и будем, тоже вчера об этом сказано. Не переживайте за эти санкции. Ну, а то, что спросили у Владимира Владимировича по поводу переговоров, его позиция в данном случае, абсолютно поддерживаю. Очень правильно. Президент говорит о том, что война войной, но переговоры ведутся всегда. Американцы воевали во Вьетнаме за 3-9 земель и с первого дня войны вели переговоры. А украинцев ошибка, я за этим наблюдаю, в том, что они требуют невозможного. То, что они говорят, и то, что предлагает Россия, только что президент озвучил, это за столом переговоров решается. Там могут быть компромиссы, отступления, повороты, развороты. А вот так в лоб, это, знаете, правильно вы сказали, это на публику. Это к тому, что мы говорим много, а делать ничего не хотим. Поэтому я вот публично говорил заявление и нашего
общего друга, за которого мы так переживали, Дональда Трампа. Я помню наши переживания, чтобы он победил и так далее. Там 50, 60, 10 дней. Это тоже так политика не делается. Если он мира хочет, он должен подключаться аккуратно, основательно. Это военное столкновение. И указать там не получится, тем более ядерной державе. Слушайте, это просто смех вызывает. Вы знаете, недавно встречался, я Владимир Владимирович говорил с американцем. Я ему открыто это сказал. Это его близкие, друзья. Вы, говорю, президенту, скажите, что надо аккуратно это все делать. И можно договориться. Все время опять воздушное перемирие. Я говорю, да Россия в этом заинтересована, и президент Путин. Но вы же этого не хотите. Скажите Зеленскому, пускай на это идет, чтобы не было вот этих летающих аппаратов и на голову людям не падали. Уже последний, вы знаете, случай, когда уже в Беларуси 59 килограмм взрывчатки, начиненной шариками и прочее. Хорошо, не взорвалась, ударил по 10-этажному дому, где жили обычные простые люди. Поэтому это опасная вот эта эскалация. Нам надо прекращать это, и делать надо это аккуратно. И вот то, что россияне договариваются в Стамбуле с украинцами, Владимир Владимирович знает, он звонил мне, помните, благодарил. Продолжение в Беларуси. Мы все делаем, обмены эти на границе. Украинцы открыли границу, участок, что не делали. Железнодорожное сообщение там восстановили. То есть подвижки есть. О детях много кричали. Пожалуйста, россияне, говорят, приезжайте, смотрите. Ведутся переговоры уполномоченным правом человека России и Украины. По деткам ведутся переговоры. Что сделала плохо Россия? Идет война. Дети остались беспризорные. Дети остались, накормили, одели, нет, их в этом обвинили. За что? Пожалуйста, давайте договариваться, и обмен идет. Да там выяснилось, что нет этого количества детей. Нет количества, конечно. Вот 3 или 4 ребенка обменяли, которые детей потеряли. Пожалуйста. Когда мы в ходе переговорного процесса в Стамбуле сказали, вот, пожалуйста, давайте списки. Ничего же нет. Списков нет. Поэтому идет нагнетание публичное, это не на пользу. Надо просто садиться за стол и договариваться, какие позиции не были. А переговоры, кстати, начинались именно в Беларуси. Да, 3 раунда прошли. Не нравится в Беларуси, хорошо, вот с Владимиром обсуждали, да хоть на Луну, куда угодно, надо садиться за стол переговоров, разговаривать, а не бросать камни друг друга. Я хочу встретиться с Путиным. Чего ты кричишь об этом? Подготовьте соответствующую почву, заявления и прочее. Американцы об этом говорят. Подготовьте, а потом садитесь и подписывайте. И Трампа зовите, Макрона, кого угодно, Стармера. Надо же подготовить это. А что они не понимают? Понимают. А раз так заявляют, значит, не хотят. Не хотят, просто на публику играют. Если позволите, еще один вопрос. Вы сказали, что обширная повестка всегда между нашими странами. Обсуждать вы ее будете. Будете ли вы обсуждать вопросы безопасности? И, в частности, может быть, есть уже ясность все-таки по Орешнику? Обе стороны подтверждали, что Орешнику в Беларуси быть, но, может быть, какая-то уже есть конкретика. Конкретика в том, что военные, хоть они люди конкретные, везде торопятся, хотели этот Орешник, имеется в виду белорусскую позицию, разместить Орешник где-то в будущем году. Владимир Владимирович прямо сказал, в этом году мы в основном должны закончить эти процессы строительства, создания и так далее. Мы от этого не отступаем пока. Нет. Первое, что хочу в этой связи сказать. У нас произведен первый серийный комплекс Орешника. Первая серийная ракета. Да. И она поступила в войска. Теперь серия заработала. Первое. Второе. Наши специалисты, и белорусские военные специалисты, и российские, выбрали место для будущих позиций. И сейчас идет работа по подготовке этих позиций. Так что, скорее всего, мы до конца года этот вопрос закроем. Не скачем. Мы делаем спокойно. Нет такой необходимости бежать на опережение. Как только будет готов не только позиция, это прошлое, вы как-то сказали, построить просто. Надо, чтобы
боевые оснащения, заряды и ракеты, это недешево. И защитить ее. Да, эту да, позицию. надо, надо защитить, конечно. Поэтому Все по плану у нас. не переживайте за безопасность. Владимир, как вы оцениваете сейчас ситуацию на СВО и вообще динамику? Я вчера, как обычно, несколько раз обсуждал эти вопросы с министром обороны, и с начальником генерального штаба. И я знал, что у нас будет вот подход к прессе. И их сам спросил. Я говорю, как ответить на вот такой вопрос? Ситуация на СВО. Ответ был такой: отвечайте, пожалуйста, честно. Вот сейчас они увидят это, вспомнят. А что такое честно сегодня? Это значит, что наши войска наступают по всей линии боевого соприкосновения. По всей. И в приграничной зоне, и в Донецкой республике, в Луганской, и в Запорожье, и в Херсоне. Везде, на всех участках, где-то больше, где-то меньше, но позитивная активность. Благодаря, конечно, мужеству и героизму наших ребят. И в том числе, вот мы сейчас находимся на особом месте, на месте, где заложен храм в память о всех наших воинах, погибших во все времена за Отечество. Но сейчас мы говорим об СВО. Сегодняшняя положительная динамика на фронте, она связана, разумеется, с героизмом наших ребят, которые сейчас идут вперед. Но мы обязаны этим и тем нашим воинам, которые остались на поле боя и отдали свою жизнь за Родину. Потому что это они создали условия для того, чтобы сегодняшние люди, которые сегодня находятся в строю, шли вперед, имели такую возможность. Это общая заслуга. В этом смысле у нас ни одной потери нет напрасной. Это вот в целом. Ну а динамика понятна. Вот совсем недавно слышали, взят новый населенный пункт Часов Яр. Это достаточно большой населенный пункт. Мы уже слышали о том, что это не соответствует действительности. Я вам могу сказать и заверить вас, что это полностью соответствует действительности. Более того, Минобороны объявила только, по-моему, вчера. На самом деле Часов Яр был взят несколько дней назад. Ну, занимались так называемой зачисткой, хотя, наверное, попытки контратак есть. Но и кроме того, вот такие заявления о том, что с нашей стороны это неверная информация, говорит о том, что высшее политическое руководство Украины не очень информировано о ходе происходящих событий. Но это уже их проблемы. Но в целом динамика, повторяю еще раз, положительная. Ведь совсем недавно, вспомните, все говорили, наши недруги и недоброжелатели говорили о необходимости нанесения России стратегического поражения на поле боя. А сегодня у них другая, одна, но пламенная страсть. Остановить наше наступление во что бы то ни стало. Либо обещаниями хорошей жизни, либо какими-то угрозами, либо довооружением, доукомплектованием ВСУ. Остановить, а потом заняться вот этими вопросами доукомплектования, довооружения. Повторю еще раз, нам нужен длительный и прочный мир на хороших базовых основаниях, которые удовлетворяли бы и Россию, и Украину, обеспечили бы безопасность обеих стран. И, наверное, правы те переговорщики с украинской стороны, которые так аккуратно, между прочим, но все-таки выложили идею о том, что надо говорить, может быть, и о европейской безопасности в целом. Из Минска и Москвы все чаще звучит идеология о мире, настрой урегулировать все сложности. То вот Запада, диктаторы и ультиматумы мы слышим только. И вот последнюю сделку даже ЕС и США называют просто позором для ЕС. Вот этот диктат, ультиматумы, торговые войны, диктат пошлин, к чему может привести вообще мировую экономику и как мы должны, что нам от этого? Недавно руководство России правильно заявило, что такое продолжение, хотя это уже произошло,
приведет к деиндустриализации Европы. Хотя это уже произошло Происходит. у них, и продолжается этот процесс. Они уничтожат Европу, Европейский Союз. Ну, как-то поговаривали, что такая цель у американцев тоже есть. Ослабить этот центр силы, все-таки Европейский Союз. Не слабая была организация. Ну, вот это и произойдет. А им будто надо было не таскаться с нами лоб в лоб, об этом тоже не раз говорил, а вместе быть. Вот Европейский Союз и Россия, вот эта мощь, если бы объединилась, то, конечно, никогда, наверное, американцы не смогут допустить, это страшно для них. Это страшнее, чем Китай бы было. Если бы это объединить, это было бы силище. Но они этого не понимают. Да им, наверное, и не надо. Я смотрю на этих лидеров, не хочу при Владимире Владимировиче их характеризовать. Ну, некоторые уже уходят, как их называют, хромые утки. Другие только пришли, уже ниже 20% рейтинг. Народу не нравится эта политика. А почему не нравится народам Европы? А главная причина – это их позиция по отношению к Украине. Сами нищают, а огромные там миллиарды до триллионов вооружения и помощь Украине. Ну, не знаю, наверное, это неправильно. Вы знаете, еще совсем недавно политологи и в так называемых политических кругах в целом говорили, что Евросоюз – это экономический гигант, но политический карлик. Это не мои слова, я никого не хочу обидеть. Так, мы сами читали это в западных источниках. Но, и я все время об этом говорил раньше, в современном мире, это всегда было важно, а сегодня особенно, суверенитет играет, можно сказать, ключевую роль, в том числе и для экономического развития. Вот было ясно, что суверенитета у Евросоюза, у Европы не так уж и много. Сегодня стало очевидно, что его нету вообще. А за этим сразу следует, вот в той ситуации критической, которая сложилась, следуют и экономические потери, и утрата суверенитета политического сейчас ведет к утрате и экономического суверенитета, и к колоссальным потерям. Поэтому я всегда об этом говорил. Одна из ключевых задач, в том числе и задач ВСО, укрепление суверенитета России. Поскольку тема Украины так или иначе все равно поднимается во всех вопросах, вот недавние скандалы, которые были в Украине, связанные с антикоррупционными ведомствами, как вы считаете, что вообще, как вы можете это прокомментировать, то, что произошло? Вот, Александр Григорьевич, как можно прокомментировать скандал с антикоррупционным? Я думал, Запад сейчас давит на Зеленского, и я вот наблюдаю за этим и думаю, ну а что Зеленский хотел? Он миллиарды, сотни миллиардов взял денег. Запад говорит, ну мы хотим посмотреть, куда пойдут эти деньги тратиться. И предложили когда-то создать антикоррупционное бюро и антикоррупционную прокуратуру. Ну, вот как раз к суверенитету. Деньги взял, кто давал, говорит, мы хотим посмотреть, как. Согласились, сейчас проснулись, ну, наверное, или выборы, там еще что-то хотят организовать. Это на народ. Попробовали сделать. Запад быстренько организовался, сказал нет. И через 2 дня, или там через сколько он сказал нет, через 2 часа Рада все отменила, он подписал закон. Какой суверенитет? Никакого суверенитета. И возмущаться не надо. Ты взял деньги, и тот, кто давал, хотел проконтролировать у тебя, как у несуверенного государства, куда ты дел деньги. А куда одевал, вы знаете. За это время люди на Лазурном берегу и дальше построили солидные дворцы и неплохо себя чувствуют. И даже президенты некоторые метят Украины. Поэтому это чехарда. Иначе не назовешь. А основа этого как раз потеря суверенитета и независимости. Вообще коррупция – это то негативное явление в обществе, которое характерно для очень многих, если вообще не для всех стран мира. Ничего здесь необычного нет. Вопрос в степени коррупции.
и в способности общества, в готовности и способности бороться с этим явлением. Но а что такое готовность и способность общества бороться с коррупцией? То есть общество само должно быть в состоянии быть готовым, хотеть и быть в состоянии бороться с коррупцией. А это, если общество влияет на такие процессы, это часть демократии. Но демократию нельзя привнести извне. Так же, как нельзя извне бороться с такими явлениями, как коррупция. Особенно те, если делают те, которые сами страдают той же коррупцией. Что нету коррупции в Европе или в Соединенных Штатах, да там она легализована вообще. Значит, там институт лоббизма создан. Что это такое? Значит, ходят деньги, там раздают представителям власти всех уровней. Вот и все. Это тоже коррупция. А здесь ясно, что Украина страна, где коррупция действительно захлестывает. Можно ли ее побороть извне? Вот Александр Григорьевич сказал, создали вот эти различные бюро. Они же не подчиняются местным властям. Вообще. Ни президенту, ни парламенту, никому. Это внешний институт. Послушайте, вот я вот только что сказал, можно ли извне привнести демократию, в том числе институты борьбы с коррупцией? Когда были созданы эти институты на Украине? В 2015 году. А сегодня какой? 2025. Побороли коррупцию. Конечно. Ну и что, вот 10 лет существует, и все во всем мире, во все горло покрикивают. Караул, на Украине захлестывает всех коррупция. Да, так и есть. Но эффективность привнесенных извне институтов нулевая. Нужно заниматься не этим, не навязывать народу, в данном случае украинскому народу, какие-то внешние институты управления, а помогать людям самим становиться на ноги, самим создавать эти институты. Невозможно, чтобы люди избирали правительство, избирали президента, парламент и не влияли на процессы, которые происходят в обществе. Это унизительное состояние. Полное отсутствие суверенитета. Да, правильно. Они попытались там что-то изменить, как-то вернуть хотя бы часть суверенитета. Как не понравилось сверху. Свистнули, щелкнули и все сразу назад вернули. Лучше бы не делали ничего. Сидели бы, извините, на одном месте ровно. И все было бы шито, крыто и гладко. Только опозорились и все. Но сама по себе мысль о том, что нужно как-то вернуть хотя бы часть суверенитета, она, конечно, правильная, здесь ничего не скажешь. Давайте по последнему вопросу. Давайте, заканчивать, мы так будем здесь до конца с вами, до вечера. Хотелось бы все-таки по переговорному процессу по Украине уточнить, он идет сложно, не быстро. В этой связи, вы частично уже сказали, Александр Григорьевич, но тем не менее, готова ли Беларусь какое-то содействие оказывать, нужно ли это России? Мы давно договорились с Владимиром Владимировичем, если нужно, он всегда скажет, подключит Беларусь и к процессу, и к процессам. Вот сегодня я же только что сказал, что в Стамбуле договорились. Важные вопросы. Обмен военнопленными, ранеными и прочее, прочее. Я звонил Владимиру Владимировичу, рассказывал, что мы одинаково ко всем относимся. Он это поддерживает, и Украина. Люди, украинцы, и россияне, они ведь воины. Кто-то ранен, кто-то еще чего-то. Всех желающих мы в больницу сразу, если срочно надо оказать помощь. А такие люди есть. Не только военнопленных, погибших телами. Украинцы никому ничего не доверяют. Вот белорусы, пускай, грубо говоря, переносят тела одних туда, других сюда, только белорусы. Вот железнодорожные восстановили пути, чтобы рефрижераторы подогнать туда. Нет, только пусть белорусы садятся там за штурвал этого паровоза и тащат туда-сюда рефрижераторы. Искали людей, афганцев пришлось, которые воевали в Афганистане, нашли железнодорожников, которые этим занимались. Нас попросили россияне, украинцы, согласились с этим, мы это делаем. Надо будет, предложит еще. Но вот Владимир Владимирович очень правильно сказал, тут моя точка зрения полностью совпадает. Просто
про Часов Яр этот. Мы абсолютно в теме. Это действительно, я не знаю, может быть, там на окраине где-то какие-то дома еще остались незачищенными. Я вот сегодня не знаю как, но Часов Яр – это дорога на Краматорск. Центр СВО фактически Украины. И что потом? Я это к чему говорю? Что Украина сегодня бегом должна просить его: Владимир Владимирович, давайте сядем за стол переговоров, давайте договоримся. В противном случае, через несколько, там, месяц, полтора, два, не знаю, там вообще даже оборонительных сооружений не останется. Россияне все это потихонечку отгрызут, захватят и пойдут дальше, отвоюют. Вернут. Ну, вернут, Это да. наш. Вот, поэтому надо договариваться. Если они хотят чего-то, они должны к этому бежать. Потому что, вот я накануне, ясно, будем обсуждать эту тему, всю информацию собрал по линии фронта. Мы абсолютно, у нас, еще и согласовал с вашими военными, абсолютно совпадает во всех точках. И даже в Сумской области вы там буферную эту зону стремитесь создать. Везде идет наступление. Пусть не быстро, медленно. Почему? Я Владимир Владимирович сказал, почему медленно? Он говорит, людей жалею. Правильно, медленно, но зато уверенно. И не столько людей гибнет, если бы, знаете, как в Великую Отечественную войну. Вот кинули там сотни тысяч, и сотни тысяч погибло. В Польше только 600 тысяч наших людей погибло, советских. Такой войны нет в Украине. Тихо, спокойно, но это дает возможность украинцам сказать: слушайте, давайте сядем, договоримся. Они этого не хотят. Ну, Что касается участия Украины в переговорном процессе, то мы очень благодарны Александру Григорьевичу и вообще Белоруссии за ту поддержку, помощь, которую нам Беларусь оказывает, и президент Беларуси. Мы в контакте постоянно. Я постоянно информирую Александра Григорьевича о результатах этого переговорного процесса. Ну и все обмены у нас происходят на территории Беларуси. Там начался переговорный процесс в 2022 году, потом перебрался в Стамбул, мы там продолжаем. Но мы знаем позицию Александра Григорьевича, всего белорусского руководства, да и белорусского народа, который стремится к тому, чтобы между двумя нашими странами, между Россией и Украиной, быстрее наступил мир. Александр Григорьевич принимает в этом прямое, самое активное участие. Спасибо. На Камчатке произошло очень мощное землетрясение, и весь мир облетели кадры, когда врачи, несмотря на всю сложную ситуацию, на опасность их жизни, они продолжали делать операции. Многие считают, что эти врачи заслуживают наград, кто-то считает, что они выполняли просто свой долг. Вы их наградите? Можно выполнять свой долг по-разному. Эти врачи выполняли его достойно и героически. Конечно, они заслуживают государственных наград. Мне совсем недавно губернатор докладывал о ситуации на Камчатке. Напомню, что в свое время, уже много лет назад, мы занимались укреплением зданий, сооружений на Камчатке, именно как находящиеся в опасной сейсмической зоне. Работали там над системами коммуникации. Надеюсь, что и это тоже сыграло свою роль, потому что серьезных разрушений и жертв нет. И это очень здорово. А что касается этих врачей, о которых вы сказали, я уже дал свою оценку, но хочу вас заверить, что у нас много специалистов, которые самым достойным образом выполняют свой долг перед людьми. И мы всегда стараемся соответствующим образом отреагировать и дать оценку со стороны государства, которая выражается в том числе и в государственных наградах. Спасибо. Спасибо вам.